Итак, Бадокин Константин Викторович, нахожусь в пенсионном фонде города Сыктывкара по вопросу оплаты проездных билетов на место отдыха и обратно. Значит, с 2001 года мы перешли к так называемому построению информатизационного общества, то есть происходит у нас информатизация общества, и перехода к информационному обществу, то есть безбумажным технологиям. В итоге российские железные дороги и авиаперевозчик предоставляют такую услугу, как электронный билет и электронная регистрация. То есть, когда идешь ты на самолет, предоставляешь только паспорт, и в итоге тебя пропускают. Вот сейчас получается, для того, чтобы произвести оплату, меня отправили еще очередной раз привезти какие-то бумаги. Так, вопрос, значит, в следующем. Когда мы придем к тому, что требует вот именно существо информатизации общества? Пожалуйста, можете ответить? На каком поезде ехали? Я возвращался на поезде... На скором. На скором, да. Оплата производится на проезда на плацкартном пассажирского вагона. Значит, я принес соответствующие Нужны документы. Ну, вот по этому вопросу получается следующее, что по определенным возрастным цензам, если вы ссылаетесь на законодателя, то есть тех, которые сидят в Госдуме, почему те, кто сидят в Госдуме, могут ездить в купейном вагоне? Это вопрос Нет, не это вопрос не к вам. мне. Ну, значит, в данном случае вот я озвучиваю, что я считаю, что это дискриминация по возрастному и социально-экономическому параметру. Дальше что? Справки вы принесли. Я справки принес, но получается, на эту бумажку я должен еще несколько Так бумажек. положено по правилам предоставления документов. Это не наша прихоть, не наши требования. Это положение, соответствует положению. Ну, сейчас, получается, требуют еще вот на этот, вот это получается, вот по этому электронному билету, вот я понимаю, что это электронный билет и электронная регистрация. Я пришел на самолет. Так, что здесь еще не хватает? Самолет оплачивается эконом-класс. Ну, у меня эконом-класс. Так, где эта информация? Тут есть. Они зашифрованы. У каждой авиалинии, да, зашифрованный вид. Эконом-класс или бизнес-класс. Если мы этого не видим, тогда нужна тоже уточняющая справка Где эту справку мне брать? у перевозчика. Ну, то есть, получается, перевозчик это московские, либо какие-то другие линии, это билет был приобретен. Значит, ну, там есть, получается, кто перевозчик. Где я его должен в Сыктывкаре искать? Если Вот это... перевозчик, авиалиниста. Аквин, авиа. Но куда я должен идти, либо куда я должен обращаться, чтобы в итоге получить какую-то очередную бумажку? Ну, я думаю, наши авиакомпании, вот, которые здесь, в Сыктывкаре, они не смогут, да? Ну, Это здесь другие кодов, компании. а страдают, потому что зашифровано все у перевозчиков. Страдают люди, это уже... Нет, ну получается в итоге, когда у нас будет порядок какой-то? Это не от нас зависит. Это зависит не от нас. Не у вас, не у вас, у меня такая проблема. А что вы могли бы пожелать нашим законодателям Мы в ничего наступающем не желаем. новом году? Мы ничего не желаем, мы исполнители. Нет, ну вы исполнители. Должен народ сам писать, у вас есть депутаты. Вот в данном Видите, случае я это и делаю для того, чтобы не писать, потому что писать, вот сейчас я пойду в налоговую инспекцию, бумагами уже, у вас бумаг стало больше или меньше? Больше. Мы тонем в этих бумагах. Я не спорю. Мы тонем в этих бумагах. С одной стороны, получается, упрощаем, с другой стороны, усложняем. С одной стороны, получается, объявляем год экологии, в то же время в Усть-Куломском, Троицко-Печерском районе весь лес вырублен на эту бумагу. Константин Викторович, я понимаю ваше возмущение, но это от нас не зависит. Нет, я этот ролик размещаю в YouTube, я вас не снимаю. Но в итоге получается, что вот эта мутата, полная мутата,
она достала меня. Не знаю, как вас, поэтому я возмущаюсь. Обращайтесь к депутатам своим, пожалуйста. Каким своим? У вас есть депутат округа, где вы живете. Это вопрос Понимаете проблему? надо обращать, значит, адресовать к Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Для того, чтобы они каким-то образом повлияли на тех законодателей, которые сидят в Госдуме. Вот это будет мое обращение. С наступающим Новым годом вас!